Мы продолжаем ток-шоу «Точка опоры» на телеканале ТНВ Татарстан. Сегодня говорим о нейроковиде. Вот сейчас остановились на очень интересном, наверное, таком моменте, возможно, главном, что люди с высоким IQ восстанавливаются при нейроковиде гораздо быстрее, чем люди с более низкими умственными способностями. Я верно понимаю? Верно. И, Светлана, еще добавлю, если человек знаете, не с трепетом ждет, когда все само по себе восстановится, а сразу начинает включаться, вот этот когнитивный тренинг, он, для этого не требуется ему мешки таскать с цементом, ведь как работа головного мозга, это может быть осуществлена и в кровати, прошу прощения, в больничной. И он начинает включать голову сразу, да, нехорошо ему, да, трудно, да, тяжело, но это не значит бегать по этажам, это включает головной мозг, интеллект, и, конечно, он тогда восстанавливается быстрее. Это просчитано и сделано уже много исследований на эту тему. Но при этом люди, наверное, с чем более высокими способностями, они скорее понимают, что что-то не так, и это им мешает работе. Конечно. Я так понимаю, что не все соглашаются с этим, и вообще не все сразу понимают, что проблемы-то начались. Я правильно понимаю? Совершенно верно. И я хочу сказать, что даже некоторые обращаются близкие по поводу своих родственников. Они замечают, что что-то не так. То есть если раньше супруга быстро или супруг выполняли какие-то действия, запоминали, что даже купить в магазине без каких-то записей, то в последнее время после заболевания они не могут запомнить, что нужно купить. И нередко на этом фоне возникает, естественно, не только астенизация, но еще и депрессивный фон. И что абсолютно бесспорным является показанием, чтобы начать как можно быстрее реабилитационные мероприятия, подключить, конечно, к реабилитации наших клинических психологов. Потому что тут особенность ведь какая еще, Светлана, скажу, страдает мозг. Мозг – это вот мы воспринимаем всю информацию благодаря этому главному органу у человека. Наслаждаемся этим безумным и блестящим, удивительным миром. Но если он плохо работает, то восприятие окружающего мира меняется. И человек начинает смотреть на ситуацию сообразно тому, как работает его мозг. Простой пример. Я вот так присел и смотрю на вас вот с этого уровня. И мозг у человека с ковидом смотрит именно с этого уровня, не выше. И ему кажется, что все нормально на этом уровне. А подняться наверх – это уже трудно. И только, вот как коллега говорит, люди со стороны замечают порой эти проблемы. Со стороны, а не сам пациент. Вот ведь какая коварная штука. Ну вот я думаю, при нейроковиде еще проблема в том, что человек-то не обращается за реабилитацией сразу, да, а тем более к психологу. Человеку нужно самостоятельно признать, что с ним что-то не так. Это классическая фраза, что-то мне с головой не так, а мы об этом скажу, мне же стыдно. Все верно? Совершенно верно. И здесь вот хочется отметить, что большинство практически пациентов предъявляет жалобы именно на первом месте не на снижение интеллектуальных функций. А на что? Они предъявляют большей частью жалобы на, например, повышенную утомляемость, на раздражительность, иногда даже большей частью нарушение сна. И редко кто говорит, вот я стал очень несдержанным, я стал агрессивным, я не могу запомнить, у меня что-то с памятью. То есть они начинают именно с этого. Поэтому всегда, когда принимается пациент на реабилитацию, сразу смотрит вся мультидисциплинарная команда. И клинический психолог или медицинский психолог входит обязательно в эту команду. И уже по первым фразам, когда пациент говорит, да я спокоен, это уже понятно, я очень спокойна. Да, что здесь нужна уже, конечно, работа и групповая, и индивидуальная психотерапевтическая коррекция. Ну а как убедить человека, если человек сам по себе не замечает? Насколько должно быть доверие близким? То есть вообще внимание от близких должен получить человек? Конечно, порой вот Ильтахмат говорит о том, что за руку ведут пациента и ведут его к врачу, потому что и уже дело врача максимально доверительно дойти до этого пациента и убедить в необходимости. Но если говорить вот о другой немножко когорте людей, да, помоложе, те, кто, как мы говорим сейчас, теряет качество жизни и профессиональный навык, вот тут он, конечно, четко понимает, что, ага, приехали, я нормально работать не могу, тривиальная вещь. Я не могу зарабатывать деньги для своей семьи, профессиональная деятельность моя никакая. И он идет, он ищет пути решения. Он может завалить проект, может потерять работу. Да, конечно, потерять работу. И они очень открыты, и они сразу предъявляют эти жалобы. А вот поколение, которым за 50-60 лет, они пытаются это как-то маленечко скрыть. Да, и говорить, это, наверное, возраст, это, наверное, старость, но это не так.
Ну, здесь опять и формат воспитания, наверное, там, Конечно. советского, когда, в общем-то, Ну, психолог что я это буду, казалось да, что-то из берите, ряда да. вон выходящее. И сегодня, когда к психологам обращаются семейные пары, и подростки, и дети, это считается нормой жизни, в общем-то. Конечно, потому что стигматизация, как это называется, стигматизация вот этого профиля психолог, психиатр, психотерапевт, к которым было стыдно обращаться, и что сейчас, слава Богу, уже уходит, но порой приходится, вот я в клинике веду прием, беру пациента практически за руку и завожу к коллеге, психиатру или психотерапевту, и говорю, это не стыдно посоветоваться по поводу своей проблемы, потому что мы решим этот вопрос вместе с вами, и вы вернетесь быстрее, вернетесь к нормальной работе. Есть такое мнение, что нейроковид, постковид – это травма, то есть такое посттравматическое стрессовое расстройство. Вот отчасти это так, и отчасти Вот ли? очень интересную тему вы затронули, потому что есть замечательная работа, я, по-моему, вспоминал об этом на одной из передач, что да, есть нейроковид, да, есть прямое поражение нервной системы, бронхолегочной системы, там, сосудов и так далее. Но давайте вспомним и давайте оглянемся вокруг нас. Мы находились и находимся в состоянии постоянного гнета тревожащих негативных новостей. Одна из работ, кстати, вот я недавно нашел, использует термин инфодемия. Не пандемия, а инфодемия. Инфодемия, вот, Перегруз информации. да, информационный блок, вот этот информационный пресс, из которого брызжет и тревога, и паника, и депрессия, и недовольство людей, существующей ситуации, локдауны, ограничения и указы правительств, не только в Российской Федерации, в США, это в во основном Франции. как раз Все это Европа. есть сегодня, сейчас. И в этом мире мы живем. Не можем в гости ходить, там говорят, не можем полететь на отдых. Все это вызывает и даже агрессию. Не то что тревогу, но и агрессию у людей. То есть тут опосредованное влияние вот этой проблемы ковида. И еще раз повторю, мы действительно очень изменились. Мы получили вот это прикосновение черного лебедя, как говорит Насим Талеб в своей замечательной книге. И он не просто прикоснулся, он клюнул человечество в темечко. И мы понимаем, что прежними-то мы уже не будем. И еще одно из таких мнений, что кто-то говорит, что вообще как наступила, как это кошачья жизнь. Просыпаешься, поешь, снова засыпаешь, ничего не держится в голове, у кого-то, наоборот, тревожится, вот бессонница, кошмары. Вот почему такие разные проявления? Все-таки почему это индивидуальность просто человека? Индивидуальность человека, я думаю. Ну, конечно, очень много Или зависит кто как от того, чем воспринимает, как занимался показывает пациент до Эдуард болезни. То есть и трудно здесь поменять образ жизни буквально за эти 7, 10, 14 дней. И, конечно, мы имеем определенный фон, который был у наших пациентов до заболевания. И если были активные те лица, которые занимались, как мы говорим, деятельностью в области социальной сферы, да, какой-то профессиональной сферы, то даже во время болезни, может быть, они и выпали на какой-то краткосрочный период, но благодаря вот этим коммуникациям их вовлекают в ту сферу, которая была до болезни. Это очень важно. Конечно, те пациенты, которые раньше не занимались активной деятельностью, то ковид будет усугублять ситуацию, потому что Короткий, будет закрывать. очень простой, не сама реклама, на себе пример. Когда я понял, что у меня ковид и надо идти сдаваться в госпиталь, потому что тяжело получилось, средней степени тяжести ковид, с моноклональными телами, внутривенными введениями гормонов, я взял с собой белую рубашечку. Не для того, чтобы приготовиться куда-то. Я знал, что у меня будет несколько лекций в этот период студентам и несколько вебинаров на конференциях российских. И их нужно И было ничего так. не сделаешь. Я одевал эту рубашечку, как говорят, белый верх, черный низ. Низ-то был тренировочные И штаны. вещали. И вещал, а никуда не денешься. И это мне помогло, в том числе, вот вы говорите о жизненной позиции, помогло выскочить из этой ситуации. А куда деваться? Я плакать буду, что ли? Чем Работать надо. раньше вовлекается Конечно. пациент после, ну, я бы сказала, даже, наверное, любого заболевания, Да, после конечно. этого особенно, это доказано многими исследованиями, даже при таком часто встречающемся заболевании, как боли в спине, тем выше будет потом качество жизни после заболевания. То есть, возможно, даже искусственно придумать себе какое-то Конечно. занятие. Вот о чем говорит в- коллега, это важнейший момент. И исключительно важный, архиважный, когда не надо плакать и думать, а когда это само все пройдет. Ох, вот это нейроковид. Ах, да? вот, То ох, есть, это нейроковид. да. Надо брать себя, да, и брать себя в руки, но и обращаться к специалисту Конечно. тоже. Ну, в общем, мы много раз видели, особенно в репортажах, наверное, программы «7 дней», как в госпиталях пациенты вот заново учатся ходить. Вот это тоже связано с мозгом, или все-таки это от долгого какого-то лежачего положения, или опять от мира ощущения, вот о тех страданиях, о которых мы говорим, когда человек изначально погружает сам себя
Ну, депрессии? здесь, наверное, разные Они ситуации. разные, Да, абсолютно могут Что быть может разные происходить? пациенты. Какие бывают? Конечно, если мы говорим о минимальных двигательных нарушениях и не было такого грозного осложнения, как инсульт, что препятствует перемещению, конечно, длительная обездвиженность, она вызывает гипотонию мышц, то есть мышцы становятся более слабыми, это первый момент. Второе, наверное, это нарушение все-таки нутритивного баланса, или, как мы говорим, микроэлементов. И любая гиподинамия, даже если мы здоровый человек или спортсмена, в общем-то, обездвижим На пару какой-то, недель? ну, Да. даже на 7-10 дней. Уже доказано, что идет нарушение и микроциркуляции, и тонуса мышц. То есть гиподинамия в любом случае, она наносит вред даже здоровым лицам. Поэтому мы говорим, что если состояние здоровья, в общем-то, позволяет, есть консультация специалиста, как можно быстрее начинать посильные упражнения, начиная с дыхательных упражнений, затем вовлекая, естественно, основные группы мышц, для того, чтобы минимизировать вот эти последствия, о которых вы говорите. Если, конечно, тяжелая была степень течения заболевания, был пациент на искусственной вентиляции легких, конечно, мы предполагаем, что снижение тонуса, снижение силы мышц и построение программ будет индивидуальных, и будем учиться вместе с пациентом ходить заново для того, чтобы минимизировать последствия. Вы хотели добавить? Нет, все нормально. Тогда, да, Ага. если вот тоже мнение такое существует, что есть зависимость от тяжести самой болезни, да, то есть если человек тяжело прошел это заболевание, он будет тяжелее из него выходить, тем тяжелее будут последствия, тем тяжелее будет. А вот Ну, здесь я не совсем сказала, да, я тоже бы возразила. Да, Вячеславу прям мы Кирсановичу. в унисон в унисон. начали махать руками. Хором. Нет, дело в том, что любопытная была работа буквально несколько месяцев. Она действительно очень любопытная. Посмотрели выход людей, перенесших легкий ковид, то есть не госпитализировавшихся, и какие осложнения у них были, то есть спектр этих осложнений. И посмотрели на пациентов, которые перенесли тяжелый и средне-тяжелый ковид. И удивительно, что не всегда тяжелый, средне-тяжелый ковид длился вот в этом лонг-периоде долго. Здесь и мы часто рассуждаем на конгрессах, конференциях, у меня такая родилась идея, что возможно участие пациентов, которым средне-тяжелый ковид, он лежал в больнице, ему капали в вену препараты серьезные, которые влияют на иммунный статус, и это сокращает время его, вот, его болезни, восстановительного периода. А тот, кто на ногах легкий ковид, вот на его иммунную систему никак не действовали, и он вот так и тянется, и тянется. Может быть, спорная точка зрения, но она сейчас обсуждается очень широко, да? Вот, наверное, согласитесь. Абсолютно как бы поддерживаю Эдуарда Герзяновича, потому что действительно, чем и опасны вот эти легкие формы течения, как правило, не получают пациенты, во-первых, не только специфического лечения, да, ну, хотя бы там для сопутствующих каких-то осложнений, но еще и не соблюдают режим дня, питания и образ жизни. И вот это как раз чревато теми сердечно-сосудистыми осложнениями, которые мы наблюдаем как раз в возрастном периоде там, от 28 до 50 лет. Они сразу возвращаются к активной жизни, не соблюдают питьевой режим, микроэлементы, витамины, полноценный сон, физические упражнения, прогулки на свежем воздухе, сразу включаются в работу. И мы почему сейчас и видим эти осложнения при углубленной диспансеризации. Вот на мой взгляд, тоже здесь абсолютно я поддерживаю вот эту точку зрения, что это связано, возможно, с этим. Ну, человек, наверное, при легком течении заболевания не предполагает, что у него могут быть подобные Конечно, осложнения, и не связывает с последствиями. Повышенная утомляемость как раз проявлением не последствий связывает с этим. заболевания. Конечно. Еще один такой момент. Лекарства, применяемые в госпиталях, могут вызвать то, что мы сейчас принимаем за нейроковид. И нейроковид ли это в этом случае? Ну, сложный вопрос. Я думаю, что речь идет о том, что препараты, которые используются для лечения ковида, по сути, они направлены на благо. И связывать то, что вот человек получал терапию, и ему стало хуже, это большой вопрос. Индивидуальный, коллега говорит, у каждого из нас индивидуальное течение ковида. И вот и этим он страшен и коварен. И всех одинаковым маслом, что называется, намазать одинаковой краской и под одну гребенку нельзя ни в коем случае. И это спекуляция на том, что вот я получил лечение, вот я получил прививку, вот я заболел, вот мне стало хуже и так далее, и так далее. Я считаю, что это не совсем правомерно. Не взаимосвязано. И главное теперь, как лечить? Большинство говорят, что нейроковид, да, он есть условно, со временем пройдет. Вообще, нужно лечить, не нужно лечить? Я вот здесь Сколько ждать? перепасую сразу. То, что Реза Ахметовна говорила про
раннее, максимально раннее лечение и реабилитационные мероприятия, она сейчас добавит, но я считаю, мы не можем рекламировать препараты. Абсолютно четко я вижу, как невролог, что есть группа препаратов, которые показаны для лечения этой патологии. Это группа препаратов, ну, скажем так, там могут у кого-то сосудистые, у кого-то нейропротекторы. В то же время есть немедикаментозные методы. Вот я у себя, кстати, на YouTube-канале показываю это, нейронаука с Эдуардом Якуповым, что дыхательные практики даже можно действовать. Конечно. Медитацию можно использовать для того, чтобы восстановить работу мозга, убрать вот эту тревогу. А уж те реабилитационные мероприятия сам Бог велел. Конечно. То есть реабилитация в любом случае должна быть комплексной. Она должна содержать в себя как медикаментозную терапию, так и немедикаментозную. Опять же, степень количества препаратов рекомендуемых определяет только лечащий врач. Все зависит тоже от того, какое было течение, чем пациент страдал до заболевания, какие есть сопутствующие заболевания. Но однозначно это комплексное лечение. Конечно, мы делаем акцент на немедикаментозных практиках. Почему? Ну, во-первых, мы должны обучить пациента этим лечебным упражнениям. Как правильно дышать. Соответственно, чтобы эти упражнения выполнялись им ежедневно в повседневной жизни и совершенно четко, желательно в одно и то же время. Мы должны напомнить о том, что соблюдение элементарного режима дня, правильное питание, правильный режим работы очень важно. То есть нельзя сразу выполнять тот объем работы после болезни, который был до болезни. Должна быть постепенность нагрузки, должна быть нагрузка распределена равномерно. То есть какие-то там большие задачи должны обязательно чередоваться с малыми задачами. И нужно это обязательно выстроить правильно. То есть нельзя себя перезагружать ни в коем случае. Ну и, конечно, мы говорим основное, это коррекция психоэмоционального фона, вот о чем мы сейчас говорили, это дыхательные практики, это йога, цигун-терапия, дыхательные упражнения Пострельникова и другие, которые показали свою однозначную результативность. И без вот этого комплексного подхода, ну, кстати, вот говоря, вот эти рекомендации, о которых мы сейчас говорим, включая и нарушение не только, как мы говорим, умственных, когнитивных функций, психоэмоциональных функций, но нарушение, там, если было функции глотания, питания, они рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения и представлены на сайте Минздрава «Помощь пациенту». Благодарю всех экспертов еще раз. Спасибо Итак, вам. чтобы главный итог, Эдуард Закирьянович, чтобы нейроковид не длился долго, что нужно? Обладать высоким интеллектом. Раз. Заставлять голову работать постоянно. 2. И тело тоже. И тело тоже, безусловно, физические упражнения. 3. Обязательно, если есть проблемы, ты с ней не справляешься, обратиться к врачу. И очень многое в руках самого человека. Все, благодарю всех экспертов, благодарю зрителей. Мы встретимся с вами завтра в 16:00. Будем говорить о ковиде, как его переносят молодые. Это была площадка со 100% коллективным иммунитетом. Всего доброго, до свидания.